вечора. У прямому етері телеканалу ОТР Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найважливіші події, теми, сенси стосовно Криму, України, світу тощо. І запрошуємо тих, хто, на мій погляд, може нам щось цікаве розповісти. Сьогодні в нас не дуже частий, але завжди дуже приємний гість. Це російський блогер, але його вже лише умовно можна назвати російським, через те, що він живе давно не в Росії, а в сусідній, до речі, до нас Словаччині. І його звати, напевно, ви знаєте його, Саша Сотник. Вітаю, Саша. Приветствую, Айдар. Привіт. Радий бачити. Просто дуже багато тем, які стосуються Росії, так званої. І я думаю, що тут вже моїх знань цього пекла не вистачить. Ти людина, яка на своєму каналі в Ютубі, до речі, підписуєтеся. І завжди всюди Саша публікує свою точку зору, по-перше. По-друге, новини політичні з Російського Рейху, які, на жаль, багато хто, якими не цікавиться через, із тих, хто в Україні, наприклад, так, але краще б цікавилося, бо дуже важливі речі відбуваються, вони стосуються нас. На жаль, ми не хочемо цього, але, на жаль, це так само нас це стосується, хоча ми ніби за перебриками, але речі там страшні відбуваються. Напевно, я зараз перейду на трофейну мову, щоб Саші було комфортніше. И первый вопрос, Саш, такой. Наверное, странно спрашивать, какое главное там политическое событие сегодня именно в подконтрольной Путину территории. Но понятно, что это закрытие мемориала, организации, которую основал лауреат Нобелевской премии мира, академик Сахаров, личность легендарная, личность фантастическая, личный друг Мустафы Джемилева. И Мустафа с супругой были в гостях у них с Еленой Боннер там в Москве. В тот период небольшой, к сожалению, когда после освобождения из ссылки в Горьком он прожил в своей квартире. И он боролся за Мустафу Джемилева и ездил в тюрьму к нему, когда... Я просто напоминаю тем, кто, может быть, из молодых не знает, кто пытался с ним встретиться, когда Мустафа Джемилев более чем 303-дневную рекордную голодовку держал. Это была не шуточная голодовка, его кормили насильно через шланг. Это ад и пытки. И единственное, ему тогда не дали встретить, академику Сахарова встретиться не дали с Мустафой Джемилевым. Он написал ему открытку, на которой написал: «Сынок, ты нам нужен», что-то такое. И Мустафа Джемилев прекратил голодовку, он с нами, к счастью, до сих пор. А вот Андрея Дмитриевича нет уже с 89-го года. И то была его физическая смерть, но дух его до какого-то времени все-таки жил, и оставался маленький там какой-то фитилек из зажженного им пламени свободы когда-то еще в Советском Союзе. И вот этот мемориал. И сегодня я хочу рассказать, что с ним сделали, и о чем это свидетельствует, и подробно рассказать, к какой стадии, на твой взгляд, Саш, подходит русский рейх в своем развитии или в деградации. Я думаю, что это будет очень интересно послушать нашим зрителям, которые, наверное, наши зрители все равно интересуются тем, что происходит в русском рейхе, потому что он непосредственно затрагивает нашу жизнь. Я вообще не считаю это рейхом, я считаю это такое большое, простите меня за такое, может, не парламентское выражение, я понимаю, в эфире я буду стараться. Да, пожалуйста. За такое непарламентское выражение, это навозная куча. Просто была очень долгая политическая оттепель, в результате чего эта навозная куча размякла, из нее потекло, и теперь она растекается по соседям. Вот эта вся субстанция, которая потекла, да, красно-коричневая, она ж никуда не делась. Дело в том, что товарищ Сталин до 1953 года, до самой своей кончины, он планировал войну со всем миром. Он хотел показать всему миру ядерную Кузькину мать. После того, как у него в 1947 году ему сказали, что все, ядерная бомба у нас теперь уже есть. И он планировал полностью, захватить весь мир и установить такую красную гегемонию, красно-коричневую. Все-таки дедушки, они принесли на этих гитлеровских знаменах фашизм, они его принесли себе, оставили.
вместе с товарищем Сталиным. И время от времени этот фашизм потом вспучивался то Карибским кризисом, то словами подвыпившего Ельцина «мы, между прочим, ядерная держава» и так далее. Ну вот при Путине это все так, как говорится, на дрожжах размякло, тепло почувствовали все эти опарыши на этой куче и стали расползаться по разным странам. Мы видим всю эту прелесть, как они развиваются, как это у Булгакова. Я вижу, мосье Шариков, как вы развиваетесь. Да, вот они по-фашистски развиваются как могут. То, что сегодня произошло, но оно же не до конца произошло. Понятно, что это личный был приказ, личное распоряжение господина Путина. Какие права человека? Здесь готовится к войне, готовится к тому, к чему товарищ Сталин готовился. Показать всему миру Кузькину мать. Владимир Путин занимается собиранием советских земель. Сейчас он дожевывает господина Лукашенко. Достаточно было посмотреть, как сегодня Лукашенко шел, прихрамывая, с таким серым, совершенно серой мордой, садился в свой самолет для того, чтобы прилететь в Санкт-Петербург, где там это СНГшные посиделки были под предводительством Путина. И он понимал прекрасно, что это будет усекновение его полномочий, и не только полномочий, но и суверенитета. И он прекрасно это понимал. И, в общем, мы видим, как он дожевывает Лукашенко, как идет аншлюс Беларуси вовсю. И, конечно же, этот СССР 2.0 не может состояться без Украины. Я не говорю о том, что это произойдет. Я говорю о том, что у Путина в планах это есть. Я внимательно слушаю, что говорят эти двуногие существа фашистские в Москве с разных трибун. Что говорят на Старой площади, что говорят на Смоленской площади, что говорят на Охотном ряду. Они замотивированы на войну. Достаточно послушать, что несет Делягин, это депутат Государственной Думы. Достаточно послушать, что несет Жириновский, который призывает бомбить Украину в ночь с 31 декабря на 1 января, в новогоднюю ночь. Типа все будут под шофе, никто ничего не сможет сделать, а мы, значит, накажем, мы забомбим. Не всех, но кого надо, того забомбим. Это, конечно, чудовищно, то, что они несут. Они призывают войну всей своей горлопанской сущностью. И, как говорится, если долго вглядываться в бездну, то она начнет всматриваться в тебя. И вот они всматриваются в эту войну. Я понимаю, что война-то уже идет. Она идет. Это ползучая война с 2014 года. Я знаю, что на войне она не бывает игрушечной. Ее можно называть как угодно гибридной, но смерть гибридной не бывает. Я всегда об этом говорил. Поэтому, конечно, когда фашисты говорят, что мы вас убьем, когда фашисты говорят, что мы на вас нападем, надо им верить безоговорочно. То, что сегодня произошло, это произошло, крушение тех иллюзий, которые еще были в головах у некоторых демократов, либералов, либо там либерально и демократично настроенных россиян и тех, кто еще как-то пытался верить в возможность построения демократической России. Нет. Построить демократию в тюрьме невозможно. Тюрьма задумывалась не для этого. Тюрьма существует для того, чтобы в ней страдали, мучились, и чтобы в ней пытали, чтобы в ней люди умирали. Поэтому никакой демократии. Сегодня была просто... Завтра будет окончательная точка поставлена. Сегодня Верховный суд запретил международный мемориал, а завтра Мосгорсуд будет рассматривать ликвидацию правозащитного центра мемориал. И вот завтра, 29 числа, будет поставлена уже окончательная точка без всяких многоточий. Скажи, вот я не понимаю немножко их логики, но я понимаю, когда ты действительно уничтожаешь что-то опасное, да? Но мемориал
это же давно абсолютно еле дышащее историческое сообщество, которое там занимается какими-то сталинскими репрессиями, которое близко уже, по-моему, не подходит там ни к Крыму, там, ни к оккупированной части Донбасса, ни к Сирии, ни к чему из современных преступлений Путина. Фактически Путин мог сказать, ну а что тут такого, да? Ну да, Сталин был вот как неоднозначный менеджер, да, и такое было, мы признаем, там, копайте дальше. Значит, вместо этого дают 15 лет тюрьмы историку Дмитриеву, который нашел, ну вот, да, один из тех людей, который искал захоронение времен Сталина, закрывает собственный мемориал, всемирно известную организацию, но которая больше названия, если честно, конечно, было. Она не влияла, я имею в виду, что она не влияла на политику внутри страны, она давно перестала быть оппозицией, там, она не превратилась в партию ни в какую и так далее. Это был, ну, самый вот вегетарианский вариант оппозиции, который только можно, в принципе, представить, да, но дальше это только «Эхо Москвы» и «Новая газета», но это уже свои, как бы, да, вот. Но зачем это показательная казнь, чтобы весь мир воет, стонет, что последние там ростки добивают Путин и так далее? Зачем сажать этого несчастного профессора, которому много раз предлагали уезжать, он не уехал, все надеялся на правосудие, и оно состоялось в таком виде, что если это 15-летний срок, может стать для него пожизненным, там, не дай бог и так далее. Все растоптано так, знаешь, что уже не знаешь, а зачем вы этот асфальт еще 3 слоями асфальта покрываете, да, уже и так ничего не растет. Вот твой вывод какой, потому что я так постоянно за ними не наблюдаю. Для меня было удивлением, потому что я думаю, ну да, логика есть, но опасности-то нет никакой. Нет. Логика репрессий, у репрессий своя логика. Если репрессивная машина заводится, она никогда не отыгрывает назад, и у нее нет тормозов. Она работает только на разгон. Она только разгоняется, она только ускоряется. И репрессии только ужесточаются. Поэтому я наблюдаю логику тотальных репрессий. У них нет своих, вот ты сказал, что там у них «Новая газета», там они типа свои, у них нет, никаких своих нет. Вот я тебе могу просто привести примеры. Пожалуйста. Илья Сачков был свой? Да, был свой. Даже его Путин награждал. Сидит. Кто это, прости прощения, кто это такие? Называй, потому что украинские зрители... Это айтишник. Который фотографировался с Путиным тогда, да? Угу. Да. Рэпер Моргенштерн, Алишер Моргенштерн. Тоже типа свой, но он же абсолютно системный. Абсолютно системный. Ну, да. Тем не менее, он вынужден был уехать. И сейчас Следственный комитет во главе с Барстрыкиным там его проверяет. Слушай, Саша, интересно, кто же принял такого как бы сказать, такого диссидента великого у себя? Куда же он уехал, интересно? Он, по-моему, то ли в Эмиратах он где-то, по-моему, там. Какой он диссидент? Ну, я смеюсь, я поэтому и говорю, что уже до мышей, причем до домашних мышей-то, до своих. Вот до своих мышей, до своих доморощенных мышей. Дальше, я продолжаю. Артемий Лебедев. Это вот тот самый... А что с ним? Что с Тёмочкой? Все же было с Тёмочкой хорошо. Лебедевым я тебе расскажу. Он, значит, замахнулся на святое. Он замахнулся на мощи. На мощи Владимира Ильича Ленина. Он попытался их съесть в момент посещения мавзолея? Он сказал, что мощи это все фигня, в общем, мощи не работают. После чего на него православные коммунисты очень сильно обиделись, РПЦуха обиделась, всей РПЦухой обиделись. Вот. После чего, значит, они написали Бастрыкину, сказали, возьми лупу, всмотрись в Лебедева. После чего тот, значит, начал проверять его на предмет оскорбления чувства верующих коммунистов. А Лебедев написал в Следственный комитет письмо типа «Засуньте себе», я не буду называть это слово, куда засунуть, все мощи святых. Ну, слушай, подожди, но он же связан, это просто пример, чтобы украинцы понимали, это вот такой системный, раньше был либерал, сейчас они там уже все, его мамка там толстая какая-то в каком-то колене там кривом, значит, его же родственник, вице-спикер Госдумы Толстой, этот здоровый Петр такой, Толстой, да. Распухший сперматозоид такой огромный, совершенно безмозглый, вот. Но вот эти вот люди, они же как бы вроде это вот постельничье, это что уже близко к Михалковым просто, вот знаешь, на нынешнем уровне, вот, да? А за что? Я и говорю о том, что своих таких уже людей? нет, они уже своих шерстят. Если репрессивная машина разогналась, то она разогналась.
Назад никак. У нее нет заднего хода и тормозов тоже. Поэтому, если будет речь идти о том, что нужно зачистить, прости меня, Господи, свежеиспеченного Нобелевского лауреата Муратова, зачистят без вопросов. Никаких там нет. Поэтому что мы о мемориале говорим? А зачем? Он уже все, он отжил свое, ему там не место. Это не Рех, я говорю, там уже все. Там шерсть полезла, клыки полезли. Это пещера самая настоящая уже. Все. Ну, смотри, это как бы мемориал уже мимо реальности, короче, российской проходит. Совершенно. Да, он абсолютно не нужен, чтобы даже нос не думали вертеть в сторону, вспоминать про Сталина, там, про что-то еще там. Вот такое... Если вспоминать про Сахарова, то только про водородную бомбу. Вот понятно. Про это, вот кто Сахаров. Он создал водородную бомбу. А помнишь, как в Советском Союзе ФСБшные отделы пытались, когда он сидел в ссылке, в этой страшной, на самом деле, я там был, на 7-летней ссылке, и по голосам по нему все время говорили, мы же слушали, я маленький был еще, ты маленький был, слушали же это все. Вот. Помнишь, как его пытались обесценить в глазах советских людей, да, прогрессивно, скажем, мыслящих, говорили, придумали стихотворение «Навеки в памяти народной создатель бомбы водородной», да? Это вот тоже, типа, что-то тут выпендриваешься, ты типа свой, просто ты вот предал там наш Советский Союз и все такое прочее, да? Конечно, там над ним еще Хрущев издевался, и не только он. И я помню, выходила даже книга, по-моему, Яковлев ее писал, не Александр Николаевич, другой Яковлев, и не Егор, другой Яковлев. Называлась «ЦРУ против СССР». И там целая глава была посвящена Сахарову, Елене Боннер. Там как только их не костерили. Это был просто какой-то лютый кошмар. Но наши нынешние пропагандисты, безусловно, они переплюнули. То, что сейчас творится, это просто какие-то инфернальные вещи. Вот скажи, пожалуйста, хочу уточнить, извини, если какую-то мысль не закончил, закончи, пожалуйста. Да нет, я, собственно, уже все. Просто я продолжаю ту же самую тему, хочу упомянуть о событии, о котором знают в Украине. Не все, наверное, но многие знают, что Рамзан Кадыров в очередной раз, наехал, если так можно выразиться, на Украину, предрек ей там присоединение то ли к Чечне, то ли к России, и сказал, что он готов выполнить приказ Путина. Безусловно, в устах этого человека, если так можно его назвать, это не первое подобное высказывание, он часто угрожает, и людям угрожал, и, кстати, он Зеленскому угрожал еще когда-то за неуместную, по его мнению, шутку, там потом он угрожал, куча всяких разных людей, совсем разных людей, да, они все время на что-то обижаются, вот очень как православная церковь, и Кадыровская Чечня, это в принципе и те обижаются, и требуют извинений, но тут какой-то прям даже похлеще, мне кажется, Жириновский немножко стал как бы угасать, и вот на его место приходят люди, которые более твердым голосом такие вещи говорят. Что это? Зачем? Почему? Как на это реагировать? Вот у нас говорят, что Зеленский ему должен ответить, например, Кадырову. Но я так считаю, что, наверное, ему отвечать все-таки президент не должен. Да? Ну вот как ты думаешь, что это такое? Я думаю, что не надо этой собачке отвечать. Понимаешь? Дело в том, что Кадыров не является вообще дискуссионной единицей. Он не является самостоятельной какой-то фигурой. Если отвечать, то нужно отвечать какому-то, я не знаю, самостоятельному политику, который высказывает свое личное мнение. Кадыров сегодня там, кстати, откатил чуть-чуть. Он сказал, что это мое личное мнение. Мое личное мнение. Но, конечно же, это не его личное мнение. Ему сказали... Скажи что-нибудь вот на эту тему. И он как смог, так и сказал. Он ничего никогда от себятины никакой Кремль не допускает. Ему позвонили, сказали, значит, Рамзан, скажи вот об этом, и он это сделал. Потому что видимо, для наполнения информационного поля, вот такой пропагандой, необходимо было тявканье господина Кадырова. Он свою партию оттявкал. Поэтому отвечать ему, безусловно, не надо. Ему нужно будет ответить, если он туда сунется к вам.
Вот тогда ему нужно будет ответить. Так, значит, и украинцы знают, как это. Да, не, ну был же, я слышал от людей, которые, например, Донецкий аэропорт защищали, как туда привозили господ вот из кадыровской Чечни, вот не путать со свободной Ичкерией, и как, в общем, они в один момент оттуда исчезли. Ну, кто-то отправился сразу, так сказать, к праотцам, а кто-то не захотел, скажем, раньше времени туда отправляться. Да, как-то они тут были, и как-то их резко не стало. Поэтому, в принципе, были шансы у Рамзана Кадырова захватить Украину в прошлый раз. Странно, что он им не воспользовался. Да. Ой, ну, умри, но держи фасон. Умри, но колоти понты. Вот, послушай, мы подходим к еще одному событию, которое, наверное, имя этого человека ничего не скажет украинцам, большинству, но людям таким, более-менее интересующимся политикой и тем, как формировался этот рейх, который ты рейхом не считаешь, ну, бог с ним, как ни назови. Значит, был такой сайт «Спутник и погром». Но я, в принципе, за одно название. Если человек восхищается погромами, нужно их изолировать уже от общества прямо с самого начала. Но тут все было наоборот. Как бы не то, что никакой изоляции, наоборот, популярность. Это понятно, что все это Кремлем поддерживалось, да. И вдруг происходит такое загадочное событие в Москве. Около булочной, да. Но, правда, это не булочная, а магазин «Армения». Вот. И этот центр Москвы прямо вот от памятника Пушкину 100 метров по диагонали, вот так, по левую руку от Александра Сергеевича, упал с непонятного этажа русский фашист, нацист, русский такой Егор Просвирнин или Просвирин, я не знаю точно. Просвирнин. Нин все-таки, да, ну, вот, короче, он посмертен уже все равно. И как-то вдруг, вроде человек все сделал для того, чтобы страна стала вот тем рейхом, о котором он мечтал, чтобы были все несогласные уничтожены, там, выгнаны, чтобы народ воспрял и готов был переть во все стороны, всех подряд убивать за русский мир, там, и так далее, и так далее. И вдруг такой уважаемый в русском рейхе человек, хотя и молодой, всего 35 лет, но ранний, да, вдруг оказывается каким-то образом голым на проезжей части, это не шутка, голым на проезжей части Тверского бульвара. Я вот не знаю, не читал и никому не доверяю, на самом деле. Тут я читал там всякие вот эти говноресурсы российские, не доверяю им никому с их версиями. Может быть, у тебя есть какая-то информация или догадки, что там произошло? Что это за падеж такой? Константин Крылов недавно умер, это один из лидеров фашизма русского, да? Вот, и ее дружок Стрелкова, почему еще отношение к Украине, все это непосредственно имеет, да? И тут вдруг одвухсотился сам или не сам такой довольно жирный Боров из этой пещеры. Но судя по тому, что форсят в новостных пабликах, я не склонен этому верить, я склонен все понимать с точностью до наоборот. Парню, безусловно, помогли. Я так думаю. Почему? Твоя аргументация. Мой аргумент очень простой. Дело в том, что еще не закончился суд по MH17. У меня есть такое подозрение, что человек что-то знает по этому вопросу и вполне возможно мог где-то допустить очень неосторожное высказывание на эту тему, либо сказать своим кураторам, у него, безусловно, были кураторы, либо мог назвать своим кураторам цену своего молчания. Ну, может быть в шутку, может быть всерьез. Такие вещи, о таких вещах в принципе не шутят. Но господин Просвирнин был человеком размашистым. Он не очень-то следил за своими словами и языком мел, как метлой размахивал. Не фильтровал базар. Я вспомнил такое выражение путинское. Не фильтровал базар, да. Да, и он вполне мог пасть жертвой этого своего базара или какого-нибудь лишнего знания, наличия знания, или он думал, что он что-то знает, и где-то что-то неудачно, неосторожно высказался. Потому что сейчас, ну вот эта история с MH17, этот суд с MH17, да, это такое очень нежное вымя у Кремля. И его лучше не теребить.
И если господин Просвирнин что-нибудь на эту тему где-нибудь сказал, то его вполне могли наказать именно таким образом. Смотри, а ты не думаешь, что они от этого еще страхуются? Помнишь, как говорят, что это лично Путин требовал в обмен Цемаха, ну вот этого, которого захватили наши разведчики, одного из людей, сбивавших этот самолет, да? Да, Цемах. И они его все-таки получили в итоге. Но не кажется ли тебе, что мог, допустим, если это действительно близкая компания к Стрелкову, они действительно там вот, с Гиркиным фотографировались, наверняка общались, обменивались. Это, в общем-то, российская разведка, такие наросты, такие грибы на березках такие, да? Это такой нарост, такой, что его могли просто, допустим, где-то за границей арестовать, например, да, вдруг внезапно так раз, или что-то еще. Это такое, как бы они ему облегчили жизнь, что ли, вот таким вот образом, чтобы на душе тяжело не было от того, что ты знаешь лишнего, и чтобы ты никогда не смог. Да, сбросили парню вес сразу же. И прости меня за это, за такие слова, может, не политкорректные, с 4-го этажа. Я посмотрел этот 4-й этаж, да, там же не просто он из окна выпал. Ему нужно было еще перешагнуть балкон. И причем еще и прыгнуть, потому что там, вот сколько я помню, я не думаю, что с момента, когда я оставил этот покинутый, проклятый прокуратором город, там тротуары значительно сузились до размеров, так сказать, вот шеренги заключенных друг за другом. Это все-таки широкие, понтовые такие. Там 6 метров. 6 метров. Он пролетел по параболе 6 метров. Ну, то есть смотри, вот вертикаль, да, вот балкон с такими перилами, да, и чтобы с 4-го этажа, ну ладно, еще с 20-го, но чтобы с 4-го, это как же надо оттолкнуться, чтобы отлететь аж на 20, там, на 15 метров. Но не каждая птица, я бы сказал, долетит до середины Тверского бульвара, а у него это почти получилось, да. Совершенно верно. Ну, дуло сильно, ветер был шквальный. И потом, но знаешь, парень тоже тяжелый. Я сегодня сказал, что главная причина падения вот русских фашистов, падежа такого, да, это то, что они тяжелее воздуха просто. И все. Да, причем я должен сказать, что и в комнате у него был погром, и выбросили его, запустили как спутник. Поэтому можно сказать, что он полностью оправдал и спутник, и погром. Ну, то есть, смотри, не кажется ли тебе, что сейчас вот всем этим участникам русской весны вот этой, да, ну, скажем так, людям, которые что-то могут знать, сказать, там, где-то рисануться лишний раз. Или как вот этот судья, который в приговоре вписал. Кстати, непонятно, что с ним. Надо будет последить за его самочувствием. Вот, который судья в Ростове написал, что русские войска, да. Мне кажется, вот выговором может не ограничиться. Да. Вот, что настал час, вот, когда при Сталине же и при Гитлере тоже был момент, когда Сталин расправлялся с боевиками Рема, Гитлер своего дружка Рема, да, с боевиками. А там они немножко шалили по мужской части, вот, и он их там накрыл в одном отеле под Мюнхеном, и всех там перерезали. Тут, значит, вот такая вот история, да, вот, что в принципе это похоже, и Сталин же тоже, он много раз как бы скашивал вот этих сусликов, да, которые хоть чем-то высовывались на... Но, насколько мне известно, вот этот Просвирнин, он недолго дружил с Гиркиным, они достаточно быстро раздружились, но это никого уже не волнует. Это никого не волнует. Это дружба в хорошем смысле, дружба такая крепкая, фронтовая, террористическая дружба, да? То есть они же на Донбасс, дружба наверное, террористическая оказалась не крепкой. Достаточно быстро они разошлись в разные стороны, но, как говорится, факт поплавал в этом говноколлекторе, значит, уже аромат на всю жизнь. Поэтому я говорю, не скорблю, и туда ему и дорога. А там же еще, по-моему, это компания Бородай. Вот все вот эти вот, да, вот эти все люди. Это, в принципе, компания, которая участвовала идеологически-то точно в войне с Украиной. Совершенно верно. Но мне кажется, что вот эта компания, эта вся компашка старой Новороссии, той так называемой Новороссии, она, видимо, уже не востребована, она уже не нужна. Видимо, Путину нужно что-то свежее, какие-то свежие лица, какие-то новые идеи, какие-то новые чревовещатели, которые будут зазывать, или уже будут зазывать прямо официально с телеканалов.
Вот смотри, кстати, интересную мысль ты сказала. Давай-ка проанализируем. Вот Сталин ставил всегда на молодую поросль. Ну, на тех стукачей, которые сажали своих предшественников, садились в его кабинеты, в их, так, вот это был Ежов, там, Егода, Ежов, там, Берия, там, не помню, в каком порядке. Берия был последним из этой череды. И вообще везде он ставил на молодых, да? Таких, которые замазаны кровью, у которых нет никаких принципов, которые просто плоть от плоти ГУЛАГа и понимают, что убей ты или тебя там и так далее. Вот. Я вот, честно говоря, не вижу никаких новых лиц ни в пропаганде, нигде. Все эти старые пердуны, я прошу прощения, Михалковской такой, стареющий Жириновский и так далее, что-то как-то молодым в бой не дают. И о чем это может свидетельствовать? О том, что уже в эту элиту путинскую никого совсем никогда не пустят, да, и все эти социальные листы ограничиваются вот правом брехать за деньги, как вот, ну, за миллионы, как у этих, забываю, на российском канале Скобеевой там и другие вот эти говорящие жабы. Ну, в принципе, да, на все стулья шапки разложили, стульев новых нет, мест новых нет. Кто мог, тот уже стал спикершами, генеральшами, кто, ну, из молодых, да, девки, вот, кто, из молодой там... Из молодых пацанов, видимо, уже никого не пускают из этих. Уже все. Ну, если только у Жириновского в ЛДПР, я так понимаю, еще там там вечный задний проходной двор, такой, с которого всегда можно было попасть в политику, просто пообщавшись с Владимиром Вольфовичем на всякие жизненные темы. Он никогда этого не скрывал. Ну, вот, да. В принципе, это самое меньшее, в общем, за что его можно ругать. Потому что во всем остальном это просто убийца, да, и соучастник убийства. Вот скажи мне, да... Вот ты говоришь, что... А вот вообще, в принципе, по твоему мнению, кто-то имеет доступ к телу Путина постоянный? Все-таки ты же видишь, как вот пресс-конференция была, он сидит, и в 50 метрах только первый вот так называемый журналист от него, да? То есть расстояние огромное, везде охрана, везде никакого доступа. Есть ли вообще люди, в принципе, которые могут на него... как-то повлиять, в принципе как-то. Я не говорю хорошо, плохо. Вот кто этот круг Путина, на твой взгляд, о котором неплохо было бы там знать Западу и, может быть, работать там на его раскол? Вообще возможен ли этот раскол? Невозможен? При каких условиях и так далее? Но, насколько мне известно, околопутинская кодла вся дико замотивирована на взятие Украины. Они там уже делят губернии, кто будет губернатор. Мне сказали, что Суркова опять стали привечать, и его там, дескать, называют среди своих будущим губернатором Одесской области. Ох, какой шарман какой-то, ты погляди. Какая да, Катерина II это у нас нарисовалась новая. Старый шарманщик Асламбек, да. Угу. Вот. И что касаемо Путина, то ну, те люди, которые мне рассказывают какие-то обрывки, там что как, Владимир Владимирович дико боится ковида, он очень сильно боится коронавируса, он боится заразиться. И до него сейчас просто к телу, к его прикоснуться не так-то просто. Вот, кстати, господин Кадыров, он переболел коронавирусом, его до Путина, до реального Путина не допускают. Не допускают. То есть к телу прикоснуться он не может. Путин в основном общается онлайн. То есть в интернете, вот он открыл для себя интернет-общение, открыл для себя онлайн. Ему открыли. Но так-то он вообще пещерный человек из прошлого века. Он не понимает, что это такое. Ну, уже вот понимает, уже понимает, наверное, да? Уже, по крайней мере, да. Что-то понял. Нет, кстати, он действительно давно упрямствовал с этим интернетом, все говорил, ой, нет, как старушечка такая, зачем мне это, вот все ваши вот эти гаджеты, да? А сейчас прям такой стал такой, ну, не хипстер, но такой, ну, типа... Он прикипел, ему понравилось, с Байденом так через океан, так ручкой помахивать, с товарищем Си тоже так это... разговаривать, не выходя из помещения. В общем, он какие-то прелести интернета увидел. Но из тех, кто влияет, вот возвращаясь к твоему вопросу, из тех, кто влияет на него, в основном имеет влияние, конечно же, ястребы. Он из, так скажем, демократически, ну, условно скажем, демократически настроенной публики к себе практически никого не пускает. Вообще никого не пускает. До него сейчас могут достучаться, дозвониться, что-то ему сказать только люди из круга силовиков. Бортников, Патрушев,
Ну, то есть именно это ястребиная группа. И именно на них он сейчас и опирается. Он просто, ну, достаточно посмотреть на его последние, как развивается эта территория. Да? Это же сплошное силовичье. Власть захватили люди в погонах. Все, это хунта самая настоящая. Просто люди в погонах, которые могут все. А остальным остается только мелкими короткими перебежками от дома до магазина, от магазина до работы и обратно. И скажи спасибо, скажи слава Богу, если ты дошел до дому живой и невредимый. Но поскольку сейчас силовикам Путин дал еще больше полномочий, расширил, ты не можешь находиться у себя в квартире в полной безопасности. Потому что в любой момент в нее могут вломиться, грубо говоря, тебя пристрелить, кинуть какую-нибудь гранату муляж и сказать, что это был террорист. Вот мы только что террориста угомонили. То, что было когда-то в Чечне, в Дагестане, теперь экстраполировалось на всю Россию. Саша, а ты представляешь себе, вот, что такой Рамзан Кадыров все-таки после 8 вакцин добивается встречи с Путиным, вот это вот все, и становится хозяином России? Может такое быть? Я думаю, что вот таким людям, как Егорушка, вот этот, который голышом, да, ему такие страшные сны, наверное, снились, когда вот люди образом мысли Рамзана Кадырова, что они руководят Россией, и тогда, я думаю, таким людям просто с каждого балкона будет полет шмеля вот этот обеспечен. Ну, я не исключаю, что в достаточно скором времени может случиться такой вот свинопад или там фашистопад. Много попрыгунчиков, много там висельников. Не по своей воле, не по своей. Нет, скажи мне, а это понятно, а вот насколько реально, мы сейчас гипотетически говорим, я просто именно хочу с тобой вещи обсуждать, которые не часто вот обсуждают в беседах, потому что необычные эфиры всегда за то, чтобы обсуждать такие нетривиальные вещи. Вот гипотетически, Кадыров и его, он выглядит достаточно, ну вот в их понимании, да, он маскулинный, он сильный, он хладнокровный, он цельный такой, настоящий дьявол такой, да, еще с бэкграундом вот типа кавказца, который ни перед чем не остановится. Ведь москвичи боятся выходцев с Кавказа, особенно бандитского толка, вот такого, да. Самый страшный сон. Этот человек может там все что угодно сделать, и ничего ему не будет. И любой этот москвич прекрасно знает, как бы он там даже не был близок к Кремлю. Вот гипотетически есть шансы прихода к власти в России людей формата Кадырова или его самого? При живом Путине нет. Живой Путин навсегда. В Кремле сейчас обсуждают, кстати, совершенно на полном серьезе, следующий срок Владимира Путина с 2024 года. Причем я думаю, что этот срок будет обязательно. Американцы уже сказали, что они не признают Владимира Путина на новом сроке. Но дело в том, что Владимир Путин будет, видимо, возглавлять уже не совсем Россию, а какой-нибудь объединенный большой союз, как минимум с Белоруссией. Как минимум с Белоруссией. Он будет у нас снова президент. Первогодка. Снова. Девственный. А как как можно назвать эту страну? У них же любят вот какие-то аллегории, там, величие и все такое. Я думаю, что они так и назовут ее СССР. Союз Союз суверенных славянских республик. Ну, СССР. Ну, кстати, да, все вполне подходит, в принципе, в их мировоззрение. Все очень просто. Не надо тут искать никаких... И вот этот глубинарий, этот российский глубинарий, он же примет это. У них уже хоккеисты играли в форме СССР недавно. Я слышал, да. А что ты смеешься? Да, это так. А потому что горячие финские парни вот просто как-то неосторожно поступили. От СССРили. Но неважно. Самое главное же, что они уже заявили, бренд возвращается. Чудовище Франкенштейна, сшитое из лоскутков, возвращается. И Владимир Путин на полном серьезе, он хочет остаться в истории как человек, воскресивший СССР, поднявший ее из гроба за шиворот, поставивший там раком с колен, вонзивший в него бутылку со шваброй и подвесивший на чекистский крюк.
Все. Ты по самой грани прошел, у нас все-таки лицензированный телевизионный канал. Ни в коем случае Да. я не могу за грань перейти. Да, спасибо за понимание. Но смотри, как ты думаешь, вот насколько эти люди, Путин и его окружение, осознают риски? Потому что, ну давай так пофантазируем, вот начинает он войну, которая, естественно, перерастает в европейскую, мировую, однозначно сорвется с цепи все тогда, и Китай сорвется, ну все полетит в тартарары, и Сербия опять вспомнит про свое вот это славянское безумие, да, и как бы во многих, ну короче, это никому стороной это не пройдет, это абсолютно точно, ни Словакию, ни Венгрию, никого это, в принципе, не минует совсем, да. Вот. Но ведь они рискуют тоже, потому что мы знаем, где лежат деньги всех и его самого. Конечно, и компании все ему принадлежат, государственные, да. И деньги компании, все эти бонды, и все эти его личных друзей, да всех этих патрушек. У них у всех семьи там, я уверен, что в Америке, в Швейцарии, у них шале, у них там дворцы, у них там все, да. И неужели вот при всей этой браваде, как бы грозить мы будем миру там, и так далее, Путин и люди, которые его окружают, так легко готовы были бы расстаться с этой своей двойной жизнью, да? Одна жизнь патриотическая для своих вот этих рабов, да, и барин, царь, спаси, помоги, там, построй лавочку во дворе, там, а то умираем тут, да, вот, там пару раз в год он отвечает на эти вопросы, а вообще-то они не живут в стране под названием Россия. Ими забит Лондон, в меньшей степени другие там города мира и Европы, но они все там. Вот насколько может что их вообще может остановить? Или насколько это понты, короче говоря? Ты говоришь о людях второго, третьего эшелона. Люди первого эшелона давным-давно живут в России. Они не живут там. Вот я, кстати, обратил внимание на очень печальное выражение лица и глаз, снятых со стаканов у господина Медведева. А что такое? Такая у парня неизбывная грусть. Мне кажется, что он что-то знает, что должно произойти уже достаточно скоро. Его это очень сильно печалит. Может быть, он тоскует по тосканским своим виноградникам. Может быть, что-то как ему, может быть, их жалко. Ну, я же говорю, слушай, ты говоришь второй уровень, третий, смотри. Медведев это высший уровень, это прямо рядом. Медведев высший уровень, но он фактически уже его не допускают до тела. Уже практически да, понятно, никак. Он может дыхнуть перегаром и отравить, например. Но из-за концентрации высокой, любви к родине имел в виду, а ничего другого. Но это очень токсичная, очень такая штука. Но, я о чем говорю? Есть Соловьев, о том, что, например, те же самые Дерипаски, их особняки уже стоят пустые. Особняки Мордашовых тоже стоят уже пустые. Дочь Лаврова с семьей, у нее муж американец, между прочим, они в России. Дочери Путина, понятно, они в России. Даже племянники Шойгу, дочь Шойгу в России, даже племянники Шойгу уже в России. Я говорю о том, что вот этот первый эшелон, они все уже в России. Все. А на остальных им, по большому счету, плевать. Просто плевать. Ну смотри, вот у Пескова дочь, да, это правая рука Путина, или там, не знаю, там правая часть языка она в России. Путина. Она в России тоже уже, да? Ну, конечно. Она же в Париже жила, насколько я понимаю. Она была в Париже когда-то. Сейчас она уже давным-давно в России. И у нее уже там какие-то бизнесы в России. То есть это уже все... Они на Запад уже не ориентируются. Поэтому Владимира Владимировича мы потеряли давным-давно. Путин уже давно не с нами. Он витает в большой истории. Уже он великая историческая фигура. Фигура где-то под стать и Ивану Грозному, он себя с ним ассоциирует. Или под стать там, Иосифу Сталину. Недаром он вечно мечтает про эту Ялту-2, что нужно передоговориться, нужно вернуться к справедливому положению на политической карте мира. Нужно влиять, нужно как минимум отвоевать сферы влияния на бывшие республики СССР и снова вернуться к этому формату. Но Владимир Владимирович понимает прекрасно, что в новых реалиях ему придется постоянно повышать ставки, чем он и занимается.
Ну смотри, Да. но смотри, вот он понимает же одну такую вещь, да, что если он реально кинется в большую войну сейчас в Европе, да, но какие бы там ни были европейцы, им придется ввести, ну, наверное, придется ввести, гарантировать ничего нельзя, но такие санкции, которые обрушат экономику. Ну, грубо говоря, сколько там сейчас тугриков российских стоит долларов? 90 или сколько? Нет, ну, мы не можем об этом говорить. Я всегда говорю россиянам: россияне, у вас доллар стоит стабильно 73 рубля. Это у вас картошка уже стоит там 120 рублей. Картошку не надо есть, ешьте доллар. Я понял. То есть они искусственно удерживают курс, да? Разумеется. Но смотри, но это же может быть реальное падение того, что называется путинской экономикой, да? Вот я так и не понял, может быть, ты объяснишь. Вот он бы мог, допустим, подождать Северного потока-2, когда спокойно в Германии сменится власть, когда он мог притаиться, да, если он что-то там рассчитывал. Вот поток запустили, вот, а потом уже там в следующем году уже раз там прикрутить и так далее. Он как бы по логике действует себе во вред. Но многие так говорят. Я в его логику не очень верю, но вот как бы себе во вред. А почему так? Почему? Это что за такие... Вдруг ему захотелось уничтожить весь мир, там, расписать мир пополам. Почему вдруг сейчас-то? Я понять не... А ты знаешь о том, что, например, ему вот на этот Северный поток, на эти трубы, которые лежат там на дне моря, ему по большому счету уже плевать. Он 80% стоимости этого Северного потока уже отбил. На этих высоких ценах. Ты знаешь, что он гонит газ через Сербию? То есть Южный поток задействован. Да, Сербия продает газ, ну и вот эту маржу получают, собственно, аффилированные с Путиным структуры. Он уже на 80% этот Северный поток отбил. Ему на него плевать. Еще 20% отобьет быстренько на высоких ценах, да и все. А по поводу того, почему так, здесь же важно целеполагание. Что он хочет? А хочет он СССР 2.0. А он хочет Беларусь и Украину. Вот что он хочет. А Северный поток, он же сразу сделал так, что все стали воспринимать это как самое настоящее газовое оружие. Это оружие в руках Путина, это труба. Любая газовая труба и нефтяная труба для него оружие. Он воспринимает это только так. Иммигранты у него на границе с Польшей и Литвой – оружие. И эти трубы у него – оружие. Он расшатывает само мироустройство в Европе. Он это расшатывает. Но смотри, Саш, давай посмотрим, все-таки он добился. Он каждый раз добивается разговоров с Байденом. Вот 12 января, не знаю в каком там формате, в итоге будут переговоры с американцами. Но... Наверное, вряд ли кто-то в здравом уме может предположить, что это будет аналог там, договора 1380 года между португальским королем и испанским, что они просто пополам мир поделили и всем показали на двери. То есть мы тут хозяева и все. Но очевидно, что так не работает. Сейчас и принципы прописаны натовские, европейские прописаны. И не может быть такого причины непринятия в НАТО, нежелания России, значит, того, чтобы там была другая страна. Ну, это просто нонсенс. Задружится вся система международных отношений в принципе. Ну, хотя она уже подрушена, да. Но, если говорить про тайные договоры, некоторые говорят, что тайно договорятся, и там Байден даст гарантии. Во-первых, никто не даст гарантии, что Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов. То есть гарантии это в любом случае, даже если представить, что Байден решил все сдать и просто стать вторым Трампом там, и к Путину в ноги упасть, что нереально. Но они же еще что сделали? Они, мне кажется, поставили крест на любых таких договоренностях, таких, ну, типа закрытых пактов, когда выложили переписку с французами и немцами. Ну, как-то это вообще уже... То есть, как вообще разговаривать? О чем они будут разговаривать? Какой твой прогноз, чем это закончится все? Ну, я думаю, что сейчас, судя по поведению американцев и судя по поведению чиновников НАТО, высших чиновников НАТО и министров обороны европейских стран, я так понимаю, что идет война за мир. Прости меня за такое выражение. То есть каждый день отвоевывается у Путина, чтобы он не начал. Вот они отвоевали 25 декабря. В ночь там на Рождество, на католическое Рождество. Он, конечно, подпортил общее ощущение от этого праздника, но, по крайней мере, он не начал. Сейчас идет борьба за то, что там отвоевать хотя бы до 12 января еще несколько дней, чтобы он не начал.
Потому что, ну, все его поведение, и его, и подведомственного ему депутатского корпуса, вся их риторика говорит о том, что мы готовы, мы вот прямо сейчас готовы. И если вы не пойдете к нам на переговоры с нами, значит, мы это дело начнем, нам плевать. Бункеров у нас на главных вождей, на главных бонс хватит, а остальных мы не проиграем. Ну, начнется ядерная война, допустим, мы не проиграем. Потому что они считают, что они не проиграют. Проиграют все, а они нет. Ну, скажи мне, ну, вот я понимаю, что самонадеянность – это одна из таких черт вот этого характера русского и так далее, вот это в море по колено, авось там, вот эти все скрепы, да, я все понимаю, но все-таки действительно они готовы, действительно у них, да, они думают, что у них хватит ресурсов в одиночку, я подчеркиваю, но не считать же союзниками Никарагуа или Северную Осетию, или Южную Осетию, да, в одиночку противостоять, ну, полумиллиардному ЕС, да, допустим, и огромным Соединенным Штатам, да. Вот как, ну, во-первых, у них есть очень серьезный союзник, как они полагают. Это Китай. И что, Китай будет воевать с Америкой, страной, куда он продает товаров на 700 миллиардов в год? Нет, не воевать, а поддерживать Владимира Владимировича. Угу. Ну, например, приструнить Эрдогана. Вон что с лирой творится. Например, сказать, что мы внешний долг Турции сейчас продавать будем, выставим на торги. И так далее. То есть таким образом. Ведь Владимир Путин, я думаю, он же не просто так разговаривал с Си Цзиньпином недавно. Я думаю, что речь шла в том числе и о Беларуси, конечно, и об Украине, потому что Китай, безусловно, имеет свои интересы и смотрит в сторону Украины. Но, может, он и смотрит, но все-таки, мне кажется, не через прицел. У китайцев как-то другой способ продвижения себя в мире. А вот вообще ты, как ты считаешь, насколько союз вот этот возможен, в принципе? Это будет последний, наверное, вопрос, потому что все, 3 минуты у нас остается. Но китаизация России уже идет полным ходом. Я не считаю этот союз равноценным. Я считаю, что в итоге Путин сдает эту территорию Китаю, или там часть, достаточно внушительную часть территории, которая сейчас расположена Россия, Путин сдает Китаю. Зависимость у России очень будет большая. Ну, хотя бы начнем с того, что вот этот 5G и весь интернет-путланет, который сейчас будет в России работать, то есть то, на что делает Путин большую ставку, что это будет не настоящий интернет, это будет такой рунет, пещернет. Все делают китайцы. Угу. Ну, китайцы для кого это делают? Они делают это не для россиян, а для себя. А ты думаешь, что... Да, кстати, знаешь, это же китайские технологии отслеживания лиц. Ведь сейчас в России, вот просто, чтобы украинцы понимали, нельзя дойти от дома до остановки автобусной, чтобы тебя не вела камера, твое лицо, просто. Передавая... Совершенно верно. А эти технологии, например, в Европе запрещены. В нормальных странах эти технологии запрещены. Это технологии слежения. Но я же называю это все цифровой ГУЛАГ. ГУЛАГ цифровой эпохи. Вот такой принцип. Совершенно верно. И это все делают китайцы. И я не удивлюсь, если, например, вынув морду из салата, советские люди, постсоветские люди обнаружат, что у них не настоящий интернет. Ну, в сеть они заходят, но сеть какая-то не та. На определенные сайты уже будет не войти. Александр, наше время подошло к концу. Спасибо за то, что был. Мы даже немножко перебрали. Интересный собеседник, человек, который постоянно замеряет температуру по той больнице. Разумеется, мы не можем, никто не может сказать, на что решится и не решится Путин, но, по крайней мере, трезво смотреть на то, на состояние, если это можно так выразиться, умов, мы должны обязательно и в Украине, и во всем мире. Спасибо тебе за твою работу, Александр. Спасибо за то, что включился. Вот. Ну, говорить правду – это важно. Вот и все. Спокойной всем ночи. Смотрите АТР дальше. И до завтра.